Здравствуйте, вы смотрите «Дорожный патруль» на башкирском спутниковом телевидении. Смотрите сегодня в выпуске. В Учелинском районе республики в аварии погибла женщина. Управление ГИБДД подвели итоги 2018 года. Пешеход на дороге в темное время суток. Как далеко его видно? Это и многое другое смотрите прямо сейчас. Середина зимы, к сожалению, не приносит облегчения дорожной ситуации. Казалось бы, уже все водители должны перестроить манеру вождения в соответствии с дорожными условиями. Однако на дорогах республики продолжают гибнуть люди. Так, в 9 часу вечера 17 января при въезде в Салават произошло смертельное ДТП. По информации ведомства, столкнулись Volkswagen Golf, двигавшийся под управлением 36-летней местной жительницы в направлении города, и встречная Лада Гранта, за рулем которого находился 22-летний также житель Салавата. Отечественную легковушку после удара отбросило на столб. От полученных травм ее водитель скончался на месте аварии. Женщина за рулем иномарки госпитализирована. Еще одна встречная авария произошла утром минувший четверг в Учелинском районе. По информации Республиканской госавтоинспекции, возле деревни Илькибаново столкнулись «Лада» 12-й модели под управлением 34-летней местной жительницы и «Газель» с фургоном, за рулем которой находился 27-летний житель Челябинска. Известно, что легковой автомобиль двигался со стороны Белорецкого в направлении Учелов. В результате аварии водитель легковушки от полученных травм скончалась до приезда скорой помощи. Пассажиры «Лады» госпитализированы с различными травмами. Более 500 погибших, из них 21 ребенок. Шокирующими цифрами поделился главный госавтоинспектор республики Динар Гильмудинов в ходе подведения итогов работы ведомства за 2018 год. Различные травмы получили почти 5500 человек, однако количество ДТП на дорогах неуклонно падает. Это заслуга в том числе и ежедневной работы госавтоинспекторов. В ходе заседания обсуждались наиболее частые причины тяжелых аварий и ситуации с детским дорожно-транспортным травматизмом. Особое внимание уделили профилактике нарушений правил дорожного движения. Именно профилактика, по словам главы ведомства, является тем фактором, который может снизить количество ДТП на дорогах. В целом показатели у нас, если даже по критериям оценки мы вроде удовлетворительно проработали, но для себя у нас погибают на дорогах люди, поэтому мы считаем, что у нас много задач, много работы, которые мы предстоит со всеми заинтересованными ведомствами должны в одном ключе отработать, для того, чтобы на дорогах Башкортостана вообще не погибало людей. Немаловажную роль в снижении аварийности играет и качество дорог. В 2019 году Дорожный фонд республики будет увеличен до 20 миллиардов рублей. Об этом рассказал председатель Государственного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Башкортостана Тимур Мухаметьянов. Он отметил, что работа в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» будет продолжена. Основная задача этого проекта – доведение доли дорог, соответствующих нормативу, до 56,5% до 2024 года в целом по Республике Башкортостан и до 85,5% по Уфимской и Стерлитамакским агломерациям. В деле профилактики дорожно-транспортных происшествий отдельной строкой вот уже много лет стоят камеры фото- и видеофиксации административных правонарушений. Пока эти приборы позволяют превышать скоростной режим почти на 20 км в час, однако скоро это может измениться. Правительство одобрило снижение нештрафуемого скоростного порога до плюс 10 км в час. В декабре глава Минтранса Евгений Дитрих отметил, что во многих странах допуск скорости составляет лишь 5-10 км в час. Есть некоторые страны, где такого допуска нет вообще. Соответственно, превышение установленного скоростного режима лишь на 1 км в час карается штрафом. Вице-премьер правительства Российской Федерации Максим Акимов, курирующий транспортную отрасль, поддержал эту инициативу, считая, что она вполне уместна. Также он считает эту идею вполне перспективной. В 2017 году службе весового контроля были переданы полномочия по обеспечению функционирования стационарных и передвижных мобильных технических средств автоматической фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения, а также передачи выявленных техническими средствами информации о нарушениях и обеспечения почтовой рассылки постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения. На сегодняшний день у службы 223 комплекса. Как показывает практика, этого недостаточно. Например, в соседнем Татарстане более 1300 комплексов. Несмотря на это, учреждение с этого года путем изменения графика работы увеличило количество ежедневно работающих на наших дорогах экипажей. Если до Нового года количество экипажей составляло от 9 до 11 ежедневно,
то с Нового года их количество увеличилось от 15 до 19. Часто именно в зимнее время увеличивается количество наездов. Связано это с двумя факторами. Первое, у автомобиля даже на шипованной резине резко увеличивается тормозной путь. Второе, часто пешеход попадает в зону видимости водителя слишком поздно. Сегодня мы разберем, о каких примерно цифрах идет речь, и проверим все на своем опыте. Зимой темнеет очень рано, и пешеходы в темноте становятся практически невидимыми. Сегодня мы попытаемся узнать, насколько сильно отличается тормозной путь автомобиля на заснеженной дороге от расстояния видимости до пешехода. Как вы видите, наш тормозной путь составил около 35-40 метров. Если бы пешеход попал в эти 35 или 40 метров, он мог бы уже распрощаться со своим здоровьем, а то и с жизнью. Сегодня мы попытаемся узнать, видно ли пешехода на этой заснеженной и практически неосвещенной дороге в эти пресловутые 35-40 метров. Сейчас я нахожусь в конце тормозного пути. Камера, равно как и автомобиль с включенными фарами, находится в его начале. Мы смоделировали ситуацию, когда пешеход оказывается там, где он может быть в безопасности. Но пешехода практически не видно. Я невидимка. Сейчас я продемонстрирую пару способов, как радикально повысить свою видимость на дороге. Первое – это, конечно же, яркая одежда. В качестве яркой одежды мы используем вот этот жилет. На нем есть специальные светоотражающие полосы. И в свете фар они ярко светятся. И поэтому меня становится видно за 60, 70, а то и за 100 метров. И таким образом я оказываюсь в безопасности, потому что практически любой водитель на таком расстоянии способен оттормозиться и не причинить мне непоправимых увечий или даже смерти. Сегодняшним опытом мы попытались показать, насколько важно пешеходу быть заметным на дороге. Носите яркую одежду, носите светоотражающие полосы и не попадайте под автомобили. Берегите себя. Как доказать свою правоту, когда свидетелей дорожно-транспортного происшествия нет, а ваша версия кардинально отличается от версии оппонента? Видеорегистратор. Но на рынке их представлено огромное множество, как выбрать правильный. Что он должен уметь и, главное, как должен быть установлен, мы сейчас и проверим. Видеорегистраторы давно и плотно вошли в нашу жизнь. На рынке представлено такое огромное количество моделей, что порой в них просто теряешься. Сегодня на примере видеорегистратора, который нам любезно предоставил магазин Ми Уфа, мы попробуем разобраться, как же правильно выбрать видеорегистратор. Первое, на что стоит обратить внимание, это разрешение устройства. Видеорегистраторы сейчас представлены с разрешением Full HD, 2K или просто HD. На самом деле, для обычного обывателя это ничего не значащие цифры, а для профессионала это разрешение картинки. Но стоит помнить, что разрешению картинки должны соответствовать не только сама картинка, но и матрица, и также объектив видеорегистратора. Иначе вы просто получите большую картинку с хорошим разрешением, но она будет мыльная. Какие еще функции могут быть полезны, и они есть в видеорегистраторах, но встречаются не так часто? Одна из таких функций – это G-сенсор или акселерометр. В момент удара видеорегистратор ставит специальную метку на файл, которая не позволяет ему удалить этот файл во время цикличной перезаписи. Таким образом, мы сохраняем момент ДТП. Еще одна функция – это GPS-логер. Она позволяет на видео увидеть, с какой скоростью двигался автомобиль в момент ДТП, а также координаты места происшествия. Кроме этого, некоторые видеорегистраторы способны запускать запись после удара, то есть по команде от G-сенсора или акселерометра. Эта функция очень полезна, когда вы стоите на парковке и вас, например, зацепил другой автомобиль, а вас в машине попросту нет. Видеорегистратор, особенно дорогой, может стать лакомой добычей для неких маргинальных личностей. Поэтому многие автовладельцы уделяют особое внимание тому, как ставится и снимается видеорегистратор, чтобы уносить его домой, когда ставишь машину на парковку. Этот видеорегистратор, который нам предоставили в магазине Ми Уфа, достаточно легко снимается и также легко вешается. То есть можно взять его, положить в карман и забрать домой. Многие видеорегистраторы оснащены очень полезной функцией ночного видения. Она может называться либо Night Vision, либо DVR. Эта функция весьма полезна, потому что позволяет ночью видеорегистратору не слепнуть и позволит рассмотреть номера машин, а также их цвет.
Ежедневно на дорогах происходит множество заслуживающих внимания событий, внушительная часть которых попадает в объектив видеорегистраторов. В нашей рубрике «Одним кадром» мы собрали для вас самые любопытные случаи, произошедшие на территории Республики Башкортостан. Как говорится, лучше один раз увидеть. Самоотверженная история одних «Жигулей». Пока некоторые автомобилисты с трудом стартуют при глянцевых накатах, этот малец вытягивает целую фуру. И не важно, что до места назначения при такой скорости доедешь только к 2020 году. Главное – безоговорочная поддержка водителей на дорогах. Интересно, на какие подвиги способны с десяток таких вот семерок. Гордость советского автопрома. Следующий автолюбитель тоже герой, правда, слегка безголовый, но это ничего. Вы посмотрите, на какие спортивные дисциплины он только не способен. Шашки, пожалуйста, пируэты из фигурного катания, срочно в олимпийскую сборную. Ладно, шутки в сторону. В комплексе мы имеем очевидное хамство и угрозу участникам дорожного движения. Ничего ведь не стоит выделиться среди адекватных водителей, желающих спокойно и безопасно добраться домой. Все равно, что начать петь в библиотеке. Предсказываем бег на короткую дистанцию от сотрудников ГИБДД этому многоборцу. Если автохам из предыдущего видео достиг определенных высот в своем искусстве, этот только осваивает азы разворота автомобиля на ручнике. Как итог, в жертву принесена ни в чем не повинная припаркованная автомашина. Нерадивый водитель за это отвечать, конечно, не собирался и пристыженно ретировался с места неудавшегося маневра — латать свой многострадальный Рено Логан. Но вы не думайте улюлюкать, починив легковушку, он еще всем покажет, каким еще способом можно угробить своего коня. Заехать на тротуар любой дурак сможет, а ты попробуй потом с него выехать. По словам очевидца, заснявшего это событие, на проезжей части образовалось труднопроходимое снежное месиво, и шоферу автобуса пришла в голову гениальная мысль — объехать препятствие по пешеходной зоне. Но, как оказалось, здесь его ожидала не менее враждебная среда. Что дальше? Проезд по подземному переходу? На какую еще дикость пойдут водители, лишь бы им было комфортно ехать? А может, достаточно просто купить пригодную для сезона резину? Нет, это для слабаков. Присылайте свои видео в нашу группу ВКонтакте и на наш номер WhatsApp 8 987 495 1939. Вы смотрели «Дорожный патруль УФА». Удачи на дорогах!